Пусть горит Твой огонь, Дух Святой, пусть горит Твой огонь. Когда я славлю Бога, внутри как будто жар. Когда я славлю Бога, начинается пожар. И раздувает ветер, пламя все сильней. Сияет слава Божья на голове моей. Когда я славлю Бога, внутри так горячо. Когда я славлю Бога, в костях моих печет. Ты погружаешь сердце в свой святой огонь, переплавляешь меня в образ Твой. Горит, горит, горит огонь внутри, огонь Святого Духа, огонь Твоей любви. Горит, горит, горит огонь внутри, огонь Святого Духа, огонь Твоей любви. Дух Святой, пусть горит Твой огонь. Дух Святой, Дух Святой, пусть горит Твой огонь. Когда я славлю Бога, нет больше серых стен. Когда я славлю Бога, мой светильник светит всем. И надо мной восходит слава, как заря. Пусть видит мир во мне свет Божьего сияния. Горит, горит, горит огонь внутри, огонь Святого Духа, огонь Твоей любви. Горит, горит, горит огонь внутри, огонь Святого Духа, огонь Твоей любви. Дух Святой, пусть горит Твой огонь. Дух Святой, пусть горит Твой огонь. Дух Святой, Дух Святой, пусть горит Твой огонь. Дух Святой, пусть горит Твой огонь. Плавишь ты, плавишь меня, как золото, преображаешь в образ Христа. Плавишь ты, плавишь меня, как золото, преображаешь в образ Христа. Плавишь ты, плавишь меня, как золото, преображаешь в образ Христа. Плавишь ты, плавишь меня, как золото, преображаешь в образ Христа. Дух Святой, пусть горит Твой огонь. 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 Аллилуйя! Пусть Господь Духом Святым наполняет наши сердца, и в каждом дне этот огонь все ярче и ярче горит. Есть хвала, ее не удержать, сила в ней, чтоб цепи все порвать. Не могу молчать я. Вера есть, как пламя горит она, радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я. Если буря сильна, громче песня моя. Если буря сильна, громче песня моя. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я
я петь буду вечно. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Возвышу громко я свой голос, простираясь до небес. Я петь буду вечно, я петь буду вечно, я петь буду вечно, я петь буду вечно петь тебе. Аллилуйя! Восставим со славу! Господь здесь! Мы благодарим Тебя, наш Бог! Ты меня прости, меня ты искупил, спас от смерти ты меня, свою жизнь отдал, грехи мои забрал. Буду славить лишь тебя, не забуду никогда, что ты сделал для меня, мой Бог. Для тебя мои слова, для тебя моя хвала, для тебя вся жизнь моя.
Господь, только для Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты нас простил и искупил, и за ту победу, которую Ты нам даровал. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою увенчан. Мой Бог не победит. Да, мой Бог не победит. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою увенчан. Мой Бог не победит. Да, мой Бог не победит. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. В имени Иисуса власть и сила. Он в любой борьбе не победит. С ним перед любым пристану великана. Я знаю, победа за ним. Я знаю, победа за ним. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Благодарим, Господь, за Твою победу, победу над любыми обстоятельствами.
Не смотри на обстоятельства, смотри на Господа. В Господе победа твоя. В каждом дне. Если какие-то финансовые трудности или какие-то болезни тебя одолевают, не отчаивайся. Бог добр к тебе, и Он любит тебя. Ты мой Господь, Твоя милость бесконечна. Навсегда я в надежных руках. С момента пробуждения и до заката дня буду петь, как Ты любишь меня. Ты в каждом дне, Господь, мне верен, и в каждом дне Ты был так благ ко мне, и каждый вдох, что мне отмерен, я буду петь о Твоей доброте. Люблю Тебя, сквозь огонь меня проводишь, Твои слова, в них надежда моя. И нет отца прекрасней, и друга нет верней. И я живу в благодати Твоей. Ты в каждом дне, Господь, мне верен, и в каждом дне Ты был так благ ко мне, и каждый вдох, что мне отмерен, я буду петь о Твоей доброте.
каждом дне, Господь, мне верен. И в каждом дне Ты был так благ ко мне. И каждый вдох, что мне отмерен, я буду петь о Твоей доброте. Я буду петь о Твоей доброте. Я буду петь о Твоей доброте. Порой тебе кажется, что Господь тебя оставил. Порой тебе кажется, что Бог тебя не любит. Но это неправда, это ложь дьявола. Библия говорит, что Бог никогда тебя не оставит. Библия говорит, что если даже мать оставит свое дитя, то Бог никогда не оставит тебя. Держись за Него крепко, и Бог тебя выведет из любой ситуации, потому что Он любит тебя. И в каждом дне Его благость, она с тобою. Ты в каждом дне, Господь, мне верен. И в каждом дне Ты был так благ ко мне. И каждый вдох, что мне отмерен, я буду петь о Твоей доброте. Я буду петь о Твоей доброте. Я буду петь о Твоей доброте. Аллилуйя. Господь, мы славим Тебя и благодарим за Твою великую милость, которую Ты посылаешь нам каждое утро. Благодарим Тебя, что благодать Твоя обновляется каждое утро в нашей жизни, в наших сердцах. Отец Небесный, мы сейчас простираемся в молитве за Израиль, Господь. Благослови Израиль, благослови, Господь. Да будет мир в Иерусалиме во имя Иисуса Христа. Господь, Ты защита, Ты покров, Господь, для своего народа. Господи, мы молимся и просим, Господь, мира для Израиля. Господи, пусть Твоя защита будет. Да будет мир, шалом Твой. Шалом, шалом, Эрец Исраэль. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. И мы сегодня, как церковь, в молитве единстве просим мира во всем мире, Господь. Да будет Твой мир, да будет Твоя воля во всем, Господь. И пусть церкви поднимаются, Господь, и неперестанно молятся. Пусть будет молитва, Господь, идти неперестанно, и фимиам будет восходить Тебе во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Отец, Господь, церковь, она есть от Тебя, Господь. Ты поставил на этом месте, Господь, церковь, и врата ада не одолеют его. Ты бодрствуешь над своей церковью, Господь, и Словом Твоим, Господь, и ангелами Твоими, Господи. Аллилуйя! Вся слава Тебе. О, Господь, мы есть церковь, мы есть столб и утверждение, Господь. И мы молимся за этот город, чтобы он процветал, Господь, чтобы он был той землей, где течет молоко и мед, Господь. Потому что где ступает Твоя нога, земля исцеляется. Где высвобождается Слово Твое, Слово благодати, исцеляются люди, Господь, исцеляется землю, Господь, и проистекают реки воды живой. Славим Тебя, Господь, и благодарим. Спасибо Тебе, что мы сегодня можем собраться в единстве Духа, как один народ, как одна семья перед Тобой. Мы движимы Твоим Словом, мы живы Твоим Словом, Господь. И сегодня мы в надежде предстоим перед Тобой получить каждой своей ситуации то Слово, которое даст жизнь, то Слово, которое произведет плоды в нашей жизни, в жизни наших семей. Мы молимся, Господь, за мир в семьях, Господь, за любовь, которая сплачивает, за любовь, которая воссоединяет и исцеляет души. Славим Тебя и благодарим. Спасибо, Господь, за эту церковь,
Мы принимаем ее такой, какой Ты нам высвободил, Господь. Благодарим за пасторов, за служителей, за все служения, которые есть в церкви, Господь. Освети, Господь, освети, укрепи, Господь. Пусть эти служения, Господь, будут возрастать, Господь, и будут высвобождаться те люди, которые призваны Тобой, сердца которых будут наполнены огнем Духа Святого. Мы молимся также за каждую церковь, которую Ты насадил в этом городе, в этой республике. Пусть она войдет в свое предназначение, делать дела Царства Твоего, Господь. И пусть они будут водимы Твоим Словом, Твоим Духом, Господь, и да будут они до последнего верными во имя Иисуса Христа. Мы также соглашаемся и молимся, как представители духовной власти в этом городе, за власти начальства, за всех тех, кто у руля власти. Благослови, Господи, благослови во имя Иисуса Христа. Пусть люди будут водимы Духом Твоим Святым. Пусть у каждого будет дух богоискания, Господь. И пусть каждый человек, который поставлен у руля власти, будет помнить свое предназначение, что он призван свыше Богом, и чтобы они всем сердцем уповали, Господь, на Твою милость и благость. Отец, Господь, сейчас такие времена, когда без Бога жить невозможно. Церковь — это и есть самое безопасное место в этом обществе. Церковь — это ковчег, где Иисус есть капитан корабля. Господь, мы также желаем и хотим, чтобы люди спасались, Господь, чтобы люди слышали слово благой вести, Евангелие, Господь. Также высвободи, Господь, с нашей церкви, Господь. Каждого из нас, Господь, будет внутри огонь Евангелия, Господь, чтобы мы были теми людьми, Господь, которые дают надежду людям, которые еще во тьме, Господь, которые еще не познали Тебя, Господи. Аллилуйя! Благодарим Тебя за все Твои обетования, Господь. И сейчас мы молимся за тех, кто в нужде, кто болен душой, духом, телом, Господь. Пусть придет исцеление во имя Иисуса Христа. Живое Слово Божье говорит, что ранами Иисуса мы исцелены. Иисус Христос 2000 лет назад искупил нас от всяких болезней, от всяких немощей на Голгофском кресте. И ранами Иисуса мы исцелены. И прямо сейчас это Слово войдет в твой дух и будет преображать твои мысли, твое сердце, твое физическое тело. Ибо нет болящего среди народа твоего. Кто верует в Иисуса, будет спасен, будет исцелен во имя Его. Благодарим Тебя, Господь. И сегодня мы благословляем наше собрание. Ты есть Господь и Господин нашей церкви. Ты есть наш добрый пастор. Дух Святой драгоценный, прикоснись в сердце каждого человека. Пусть каждый получит ответ на свой вопрос, на каждую ситуацию. Мы смотрим на Тебя, Иисус, и мы преображаемся, когда мы видим на Тебя. Мы благословляем проповедника, Господь, чтобы из его чрева текли воды реки живой, чтобы то слово, которое он будет сегодня сеять в царство, в церковь, в сердце каждого человека, да будет оно посеяно в рыхлую почву наших сердец. Спасибо Тебе, Господь, и мы благодарим. Пусть во всем будет воля Твоя, благая, угодная, совершенная. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Давайте сейчас, дорогие, у нас есть традиция в церкви. Давайте поприветствуем друг друга. Подходите к 2-3 человекам, благословляйте. Будь благословенна, дорогая. Слава Богу. Мягкая. Пушистая. Привет, Дима. Дима же, да?
Слава Богу за всех, за вас, дорогие святые. Сейчас помолимся за детей. Дети, подростки наши, подойдите за благословением. Привет, Кристиан. Лиза, привет. Привет, Тимурка. Привет. Как твоя жизнь? Хорошо, здорово. Привет, привет. Наталья Дмитриевна. Дмитрия потерялась в толпе. Доброе утро, дорогая церковь. Давайте сейчас все уже сосредоточимся на молитве за наших детей. Посмотрите, сколько у нас сегодня детей, и все прибавляется и прибавляется. Это очень приятно и для нас, для родителей, когда наши дети здесь, в Доме Божьем. И это очень приятно сердцу Господа. Господь сейчас очень-очень радуется об этом. И сейчас я прошу церковь поддержать в молитве и протянуть руки свои к нашим детям. И мы просим, Господь, Тебя и благодарим за каждого ребенка, который находится здесь, Господь, перед Твоим лицом, Господь, в Доме Божьем. И мы знаем, Господь, что каждый ребенок, он сегодня находится под Твоей защитой и охраной, Господь. И благослови каждого ребенка, каждого мальчика, каждую девочку, каждого подростка, Господь. И пусть наши дети, они также познают Тебя, как Ты познал их, Ты избрал их, каждого из них, Господь, Ты приготовил для них путь. У Тебя для каждого из них есть цель, Господь. И пусть Твои цели, Божьи цели будут их целями, пусть их мечты, Господь, они будут по воле Божьей, Господь. Пусть они будут целеустремленными, пусть они будут смелыми, Господь. Пусть они ходят Твоими путями, пусть они познают Тебя по-настоящему, Господь. И пусть они будут, каждый будет здоров. Если есть какое-нибудь недомогание, исцели, Господь. Пусть пойдет исцеление в их жизнь, Господь. Душевное, духовное, физическое, Господь. Пусть они будут полностью здоровы, Господь, и снаряжены Тобой, Господь, служить Тебе, жить в этом мире, общаться. Сегодня они все учатся в школах, Господь. И мы благословляем сегодня нашу систему образования, Господь, которая не всегда видит человека в этой системе. Но мы благословляем, Господь, чтобы был дорог и важен каждый человек. Мы благословляем учителей и наставников, которые сегодня учат наших детей в школах, в церкви также, имеет влияние на жизнь наших детей, Господь. Дай им терпения, мудрости, любви каждому ребенку. Пусть каждый ребенок почувствует себя важным, нужным, любимым, Господь. Пусть не будет отверженных детей, Господь, ни в учебном заведении, ни в церкви, Господь. Пусть каждый ребенок будет принят и взрослыми, Господь, и друг другом. И благослови также и взаимоотношения, Господь, в школах, Господь, между учителями и детьми, между детьми, Господь. Ты, Господь, присутствуй в этих взаимоотношениях, Господь. Пусть на наших детей не будет никакого гонения, Господь, никаких атак, Господь. Ты просто защити их там, где они сегодня учатся, там, где они присутствуют на каких-то кружках, Господь, и занятия, Господь. Ты везде просто благословляй наших детей. И точно так же пусть в каждой семье, Господь, будут божественные взаимоотношения. Пусть каждая семья это будет отображать Бога в себе. Пусть мы, родители, взрослые люди, Господь, будем показывать хороший пример нашим детям, Господь, чтобы они видели в нас Христа, Господь, в каждом из нас, и брали из нас пример. И я благословляю сегодня занятия, Господь, которые мы будем проводить для наших детей. И пусть Слово Божье коснется каждого сердца и произведет свою работу в каждом ребенке. Дух Святой просто работай с каждым сердцем во имя Иисуса Христа. Аминь. Дети, на занятия, пожалуйста, приглашаем вас. Слава Богу за детей.
Это будущее нашей церкви, будущие пастора, учителя, прославленцы, евангелисты. Пусть Господь их обильно благословит. И сейчас еще у нас есть одна часть служения нашего. Ага. Таня, сестра. Дорогие сестры и братья, я вас призываю помолиться о финансах. Наверное, передать надо, да? Десятинные пожертвования вы можете переводить, можете щедро ложить. Когда-то мои сестры во Христе из Кореи научили меня использовать Богом данную нам власть повелевать. Это было много лет назад, но я до сих пор молюсь. Там большая-большая молитва. Я вот именно по финансам хотела бы сказать слово. Господь, повелеваю именем Иисуса Христа Назарея, который покорил себе все и имеет всякую власть на небе и на земле. От финансов, которые Бог мне дает, я приказываю: убирайтесь прочь, дьявол, всякая моль, которая истребляет, бедность, пошли вон. Пусть финансовые проблемы разрешаются, и деньги приходят в мою семью. Пусть я буду давать займы и не брать в долг, и везде и во всем будет достаток. Иисус, благодарю, Бог мой, да восполнит всякую нужду мою по богатству своему во славе Христом Иисусом. Я верю в обетование Слова. Я получила благословение и стала каналом благословений для других во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Сейчас я благословляю ваши уши, ваши сердца, чтобы они были устремлены на Иисуса Христа. Мы, когда приходим в церковь, мы должны всегда ожидать от Иисуса, да? И сегодня для нас будет благословением Олег Иванович, добрый семьянин, верный муж, проповедник Слова Божьего. Пожалуйста. Вся слава Господу. Потому что Он Рави, Он учитель, а я Его сосуд. И я должен смиряться, с каждым разом смиряться под Его крепкую руку. Огромное спасибо, прославители. Вы так здорово прославляли. Чуть ноги в пляс, я чуть не пошел. Да, вспомнил молодость свою, там, дискотеки. Но, знаете, мы должны Бога, конечно, прославлять. Понятное дело. Огромное спасибо. И как раз слово, вот прославление, это как раз в проповеди моей о том, что вот когда мы прославляли, когда вот сестра Зоя пела, так здорово было вот о том, что мы в духе двигаемся все вместе, да, я не говорил там, о чем буду проповедовать, но вот как раз я вооружен и очень силен, но я силен, вооружен, потому что со мной Господь, не я такой хороший и прекрасный, потому что со мной Господь, и Он сильный, и силою возлюбившего я только могу победить. Чтобы моя проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости, но явление духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на человеческой философии или какой-то, но на силе Божьей, чтобы это слово, оно проникало в ваше сердце, чтобы оно озаряло ваш разум, чтобы Дух Святой касался вас, чтобы Дух Божий мог могущественно двигаться, потому что Он знает сердца, Он сердцевидец, Он знает, Он заглядывает в каждое сердце, проникает, и Он знает все наши нужды, все наши болезни, все наши проблемы, все наши ситуации. И Он касается Духом Святым. И Он разрезает, если что-то надо, разрезает. Потому что все Писание, вот это, все Писание богодухновенно и полезно. Оно полезно. Все Писание богодухновенно и полезно. Полезно. Для чего полезно? Для научения. Для обличения. Вначале Он учит. Он сразу не обличает. Он вначале учит. Он любит нас, Он учит. Учит это, Он нам не заламывает руки, Он нас не бьет ремнем или не ставит нас в угол. Он учит нас, Он дисциплинирует нас, Он испытывает нас.
И потом он только обличает: сын мой, ты не на правильном пути, ты где-то свернул, ты где-то подскользнулся, ты что-то не то говоришь, ты не туда смотришь. И потом он исправляет. И потом он наставляет нас в праведности, чтобы мы были совершенные, приготовлены ко всякому доброму делу. Мы так сами можем творить добрые. Люди творят в этом мире добрые дела. Они творят, но там нету Бога. Они всю славу забирают себе. Они все время говорят: я это сделал, я это сказал, это я принес. И Бога в этом нету. Знаете, Бог хочет, чтобы мы были одеты во всеоружие Божье. И мы сегодня будем проходить, и проповедь моя называется «Духовное оружие для победы». Духовное оружие для победы. Так, Таня, а где моя можно мне другие очки? Потому что, Танюша, там где-то мои очки должны быть. А вот я взял их, здесь они. Закрыл папкой. Дух Святой сегодня нам будет говорить, да? Он будет прикасаться к нашему сердцу. И чтобы мы были вооружены, одевались во все оружие. Знаете, как кто-то говорит: король-то голый. Знаете, иногда мы сидим на троне или что-то делаем, но мы-то голые бываем иногда. Знаете, мы иногда такие супердуховные, такие, много говорим красиво что-то. Но нужно жить так, поступать так, ходить так, дышать так. Что ты говоришь, чтобы слово твое было такое, чтобы сказали: да, это Олег сказал, и слово его. А не чтобы так: он сказал, я его знаю. Сказал, ничего не сделал, не выполнил. И давайте тема проповеди «Духовное оружие», можно там у нас прочитаем Ефесянам 6 главу, 6 главе, 10-11 стих. Ефесянам 6 глава, и мы будем здесь больше пребывать здесь. И здесь 10 стиха написано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Видите, они говорят: не укрепляйтесь вином, наркотиками, айфонами, квартирами, машинами. Он говорит: укрепляйтесь Господом и могуществом. Остальное все приложится. Если мы ищем Царство Божье, если мы ищем, бежим к Богу, взываем к Нему, то остальное все приложится. Это все приложится. Машина, квартиры, айфоны, одежда. Все это приложится. И поэтому мы должны укрепляться могуществом. Могуществом Его силы, не своей силой, но Его силой мы должны. И 11 стих. «Облекитесь во все оружие». Облекитесь — это сверху, значит, одеть на себя. Мы утром же встаем голые, не идем на работу. Мы одеваемся в свои одежды, но мы должны духовные одежды одеть. Как одеть, мы должны понимать, почему Писание говорит это в мою жизнь, почему я в действительности здесь проиграл, там упал, здесь не получилось, здесь подскользнулся, не то сказал людям. Потому что у нас нет этого. Облечься нужно во всеоружие Божие, чтобы нам можно было стать против козней дьявольских, не против брата, не против сестры, не против соседа, не против начальника, не против правительства, но против козней дьявольских, потому что он атакует нас каждый день. Он не хочет, чтобы мы были успешными, чтобы мы были здоровыми. Он не хочет, чтобы наши дети поднялись, внуки. Он хочет задавить семьи, прежде всего, атакует семью. И вот почему мы должны одеться. Потому что мы, если вооружены, мы очень опасны для дьявола. Дьявол хочет, чтобы мы голыми. Он великий обманщик. Он хочет, чтобы мы голенькими ходили. И он щекотал нас. Чтобы мы одевались в самоправедную одежду. Вот он пишет Ефесской церкви. Почему он пишет Ефесской церкви? Потому что Ефесская церковь, она духовная церковь, она была на подъеме. У них происходили чудеса и знамения, у них были таланты. И церкви в России, они не обделены талантами. И
дарами Духа Святого. Но прежде всего у нас должно быть отношение с Богом, и наше сердце открыто к Нему. Бог хочет. И потому что Он пишет такой церкви, Он пишет, вы почему? Он их там в 3, в 4 главе, Он их там им говорит, вот вы так живете, такая церковь, но Он их обличает. Он говорит им, почему у вас появились распри, ссоры, разногласия? Что вы начали воевать против друга? Вы должны же, здесь написано, можно стать против козней дьявольских. 12 стих будем читать. Здесь написано, почему мы должны одеваться? Потому что наша брань не против брата, не против сестры. А здесь написано, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злого поднебесной. Вот он ясно, четко говорит, вот против кого вы должны воевать-то. Не против друг друга, а бесов изгонять. Но прежде всего я вам сразу скажу о том, чтобы у нас было понимание. Мы можем одеть это все оружие, но как в Коринфянам написано в 13 главе, да, если там нету любви, то это все медь звенящая, это все твое оружие, оно бестолковое. Потому что этим оружием ты будешь махать слева направо и рубить своих же братьев и сестер. Не дьявола. И поэтому Писание говорит, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей века, против духов злобы поднебесных. Вот про кого мы должны, против кого мы должны воевать. Давайте мы вот посмотрим картину. Можно картину? Строй там, строй. Стройно, когда стоит картина. Когда войско стоит, оно должно стоять стройно. Картина. Чтобы мы могли стоять в таком строю, стройно. Когда войско стоит, римское войско, почему апостол Павел, он берет пример и пишет отсюда, потому что он жил в Римской империи, да? И потому что он много примеров оттуда приводит. И он приводит этот пример из римского легиона, из этих римских воинов приводит пример. Потому что когда они стоят стройно, и у них щиты эти, щиты веры, они стоят, когда они в бою, у них щиты, они закрыты, все вместе, как в строю стоят, все щитами закрыты, и они не дают места дьяволу. Это мы не даем, а они воюют против варваров там. И если кто-то откроет щит, туда проникнет оружие. Оно убьет твоего брата, оно убьет твоего близкого. Вот это стройное построение легиона. Щитами, когда мы стоим стройно, и не просто стоим, но когда мы сражаемся духовно, мы должны все это на духовное, и апостол Павел ясно, четко это переводит и показывает, чтобы было понятно тому времени, людям того времени было понятно. И знаете, вот можно следующую картинку, да? Когда воины, это легионера воина. Вот его вот обмундирование, оно весило 20 килограмм. Но иногда больше. Там оно менялось в течение 1, 2, 3 века. Оно все время менялось, обмундирование. И оно весило в среднем, так я посчитал, там посмотрел в Википедии, то оно весило где-то 20 килограмм, иногда больше, иногда чуть меньше. Это его обмундирование, кольчуга, его шлем, там, все, 20 килограмм весило, и иногда больше. И также у них были походные сумки, и килограмм 12-15, и тоже больше. И они все это носили на себе. Мы, духовные люди, также мы носим Иисуса. У нас Иисус, у нас дары, таланты, мы носим это. И Бог, Он не даст больше того, что ты не сможешь носить. Никогда не одевайте то, что вам не предназначено. Мы должны одевать то, что по размеру. Бог дал каждому
веру, да, меру веры каждому дал. Он знает, сколько ты понесешь. А иногда мы хотим и здесь служить, и там служить, и туда бежим, и сюда бежим. И смотрим, там споткнулись, здесь устали. Воины, они все в строю стоят, и они служат. Они служат. Они в строю, они понимают, если брешь будет, все, враг пройдет. И мы духовно должны, мы должны провозглашать, молиться, стоять друг за друга, знать. Вот, видишь, вооружение весел. Видите, у него какая пикировка. Только я не нашел там картинку, у них еще такие были шесты, и на этих шестах у них эти все котомки, сумки все висели. Вот эти все, там еда, продукты, то, что он... Когда они там на землю уложились, там подкладки, там все вот у них было. И такая армия, она была непобедимой. И вот здесь у нас, она идет гражданская война. Здесь на земле у нас идет гражданская война. Где у нас идет гражданская война? Вот здесь в разуме у нас идет. Громыхает гражданская война, а темна да темна. Там скакуны скачут, там, как Газманов пел, да? «Мои мысли, мои скакуны». И поскакали они куда-то. Думаешь, куда мысли поскакали? Думаю, я вообще об этом не думал думать. И вдруг мысли, дьявол атакует. Куда? Он сразу атакует наш разум. Атакует. Чтобы мы, знаете, когда у нас неясный разум, тогда дьяволу очень легко увести. У нас должен быть здравый разум. Бог ясно, четко хочет, чтобы... А когда у нас неясный разум, мы творим, что-то не то ляпнули, не то сказали, не так поступили. Или уставшие, приехали что-то... Вот я много таких служителей общался, когда встречал, говорит, он приехал, и он говорит, я уже столько раз попадал там, и говорит, вот ты поедешь там репцентр судить туда. Он говорит, подождите, ребята, я вот посплю 5 часиков и поеду. Куда вы хотите? В репцентр, туда послужу. Но я 5 часиков должен после перелета такого переспать, чтобы ясный был разум. Ясно о том, чтобы Бог мог двигаться, а не дьявол. Знаете, когда уставший, не евший, знаете, ты какой-то злой становишься. Интересно так бывает, да? Иногда злой не покушал, и все, жена там не приготовила, и она говорит, ты что такое? Ну, покормить надо вообще-то мужа. Тем более, если муж покушать любит. Да? И вот дьявол, он атакует, он бьет, все бьет разум, он бьет и бьет. Вот почему мы должны и читать, 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 и тогда будет взрываться, знаете. И Слово Божье будет внутри тебя. Слово Божье будет внутри. Мы должны облекаться в него. Давайте мы рассмотрим, во что одет духовный воин, да? Мы будем рассматривать, но 13 стих вот здесь ключевой тоже один. И здесь написано, «Для сего примите все оружие Божие, да вы могли противостать день злой и все преодолев устоять». Чтобы мы могли противостать. День злой у вас бывает, и мы говорим, не с той ноги стал, все шиворот на выворот пошло. Здесь на работе не получилось, что-то в семье там, вот, с детьми там, поехал куда, и все, что куда-то машина в аварию попала там или что-то. Вот, ну, такой день бывает злой. И часто у некоторых очень много. Неделями злой, неделя злая вся. А почему? Потому что голые. Мы должны одеться с утра. Мы же одеваемся в одежду. Мы же кушаем утром. А почему утром нельзя покушать вот Слово Божье? 5 минут. Нельзя напрягаться. Зачем напрягаться? Бог дал каждому меру веры. По вере его, да, Он дал. И кушай сколько? Вот, ну, прочитай несколько стихов. Утром встал, сказал, Господь, спасибо Тебе.
Благодарю Тебя за сегодняшний день. Сегодня будет прекрасный день. Я знаю, Ты со мной пойдешь туда на работу, в бизнес. Ты будешь развивать мой бизнес. Господь, во имя Иисуса, Ты дашь мне правильные слова, потому что это трудная ситуация сказать это. Господь, во имя Иисуса, Ты веди мою машину. Вот я раньше не понимал, мы когда с Таней познакомились, она раньше садилась в машину и все время молилась. А я такой вот, самоуверенный такой. Раз, там в аварию попадешь, два, самоуверенный такой. А Таня раз села, и она сразу, а что, ты что там? Ну, чтобы у нас дорога была хорошая, чтобы никаких там аварий не было, никто не подрезал, и чтобы мы не злились на них. Вот. Ты же злись, когда едешь иногда, там подрезал. Ах, ты такой, зачем подрезал здесь? Наверное, откуда-то приехал там. Но в действительности мы должны с утра помолиться. И тогда машина будет идти, тогда ты злой не будешь. Когда тебя подрежут, ты не будешь говорить, ай, там приехал откуда-то, с деревни. Знаков у них нету, вот они ездят здесь так. Вот. Нужно вот прежде всего вот здесь, чтобы у нас было, в сердце прежде всего. Аминь. Мы каждый день должны одеваться. Как мы одеваться? Вот, как одеваться? Это провозглашать. Например, мы здесь вот смотрим, да, мы там ничего пока не включаете. Вот здесь, и здесь написано: «Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истиною». И вот мы начинаем. Утром встаешь, я припоясываю истиной. Читаю слово, да, читаю, припоясывайся. Ты если читаешь слово, ты однозначно припоясываешься истиною. Это истина. Одеваешь шлем спасения, чтобы дьявол не атаковал эти мысли скакуны. Одеваешь шлем спасения, броню праведности, чтобы я в действительности мог устоять день в этот злой, чтобы я его силой, его праведностью мог победить, мог пройти эти ситуации, мог простить кого-то, чтобы не ответить. Вот. Беру щит веры, чтобы угасить стрелу лукавого, потому что дьявол, он стреляет через всех и использует их так, посылает тебе вовремя. И одеваемся так, меч духовный, чтобы противостать. Одевайся, провозглашайся. Я встаю утром, молюсь утром. Можете встать, не обязательно, я не говорю, вы одеваетесь, не обязательно вот про это провозглашать. Вы можете сказать любой псалом: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, ты покоишь меня на злачных пажитях и водишь меня к водам тихим». Там 90-й псалом, 36-й, там все псалмы. «Господь, просвети очи сердца моего, дабы я познал, в чем состоит надежда призвания Твоего, и как безмерное величие могущества внутри меня, Твое величие, Твоя сила внутри меня. И я смогу тогда простить, я смогу тогда пройти». Потому что своей силой ты не можешь. Вот утром не помолился, ничего не почитал, не оделся во всеоружие Божье. Все, обязательно кому-то ты ответишь. И потом думаешь: Господи, вообще-то кто я? Я же дитя Божье, я сын царя. Я должен себя вести достойно. Я же одет во всеоружие Божье. У меня же есть мудрость Божья. У меня же есть правильные слова к этим людям. Как они спасутся? Как я могу благовествовать этим людям, если я вот веду себя так некорректно? Аллилуйя! Потому что не махать, да? Вот давайте мы тогда с первого откроем и будем. Мы так необычно пойдем. Шлем спасения. Шлем спасения возьмите. Вот 17 стих здесь мы будем читать. Первый у нас шлем спасения. Возьмите, здесь написано, шлем спасения. Вот вы видите шлем спасения. Вот у него сзади, видите, вот здесь вот есть. Для чего он как? Для красоты, что ли? Не для красоты. Это для защиты. Потому что варвары, когда напрыгивали, они сверху так топором и отрубали сразу ему голову. Они так эффективно очень работали, и сразу раз, и шея, и голова, и незаметно. Вот это защита. Это защита. Щеки, посмотрите, они защищены все. Шлем спасения. Мы должны также одевать шлем спасения. Господи, сохраняй мой разум, да? Я одеваю этот шлем спасения, чтобы мой разум не атаковали эти мысли. Они все равно будут атаковать. Но когда мы одеваем так, то Бог, Он, и мы Его силой побеждаем, мы не своей силой. Мы должны ясно, четко уяснить, мы своей силой не можем победить. Мы будем пыжиться и сломаемся где-нибудь.
пыжимся, и потом, вот почему мы берем всю славу. Это я сказал, это я сделал, это я туда пошел, это так произошло, потому что я там был. Вот якаем своими откровениями. У нас большое «я». А Иисус там где-то в маленьком уголке, в духе Иисус маленький такой. Он должен быть, огромное сердце должно быть. Иисус там на троне должен быть. А наше маленькое «я» где-то вот так, смиряться мы должны. Под крепкую Его руку. Под крепкую Его руку мы должны смиряться. И вот, а мы одеваем тюбетейку какую-то. Не шлем спасения, а тюбетейку одеваем каким-то. Потому что проходит какое-то время, вами и читать неохота. Вот вы замечали, вот такое есть время, знаешь, сухое время, да, какое-то, как в пустыне. И читать неохота, и молиться неохота. Потому что мы не должны это делать религиозно. Вот надо, по времени там. Вот. Делайте это по духу, по сердцу делайте. Сколько это будет проходить, сколько пройдет вас? Полкило здоровой пищи. Вот я говорил, я полкило здоровой пищи утром принимаю. Это 3 главы я читаю. 3 главы. Притчи, что-то из притч прочитаю, что-то из псалмов и что-то из Евангелия. Полкило здоровой пищи. Прежде чем как пойти завтракать. А мы утром встаем, сразу завтракать. Любим позавтракать до с утра. А царя, я говорю, а почему у тебя проблема? Вот у меня здесь проблема, там проблема, с мужем пьет, там вот хочет бросить, там бьет, там в бизнесе развал, там и здесь. А ты читаешь утром, кушаешь эту пищу, полкило здоровой пищи? Не, времени нету. Как нету времени? У тебя время идет же на боевой раскрас. Время и зубы почистить, да? Наряд подобрать себе красивый. Туфельки почистить. Время есть. А для царей 5 минут нету. 5 минут ему уделить. 5 минут. Я же не говорю, там надо ему сидеть часами, как религиозные люди, да? Мы не религиозные, мы свободные. Бог нас любит, да? Но это сделать, Бог, я хочу это начать. Хотя бы с минуты, но это искренне. Знаете, это искренне, это от всего сердца. Господь. Я ищу Тебя, Господь, я хочу изменений, я хочу вот все вот здесь так, я хочу вот... И потом вы заметите, ваша молитва поменяется, и вы скажете, не я хочу, а скажете, я молюсь за этих людей, я молюсь за этих родных своих, за этого брата, за этого пастора, я молюсь, Господь, за это. Вы заметите, за страну, вы заметите, молитва ваша поменяется. Вы уже за себя не будете просить. Ваша молитва будет уже на высоком уровне. Вы будете просить, Господи, сделай так, сделай вот здесь. Пусть по Твоей воле. Всегда все время говорит, по Твоей воле, все равно по Твоей, потому что Ты учитель, Ты рави, Ты учишь нас. Мы движемся, а у нас шлем спасения там где-то пылится. Зачем ходить в церковь? Знаете, самое главное в войне что? Самое главное в войне что? Это обмануть противника. Вот это самое главное. И дьявол, он великий обманщик, он клеветник. Он все время клевещет, день и ночь клевещет. Он даже может клеветать на мужа, твою жену, на детей, на соседа. Там. Может запросто, он все может, насколько ты позволишь. А если ты оденешься в оружие, ты заметишь, у него нету шанса клеветать. У него нету ни одного шанса. Потому что дьявол его уже голову ему разбил. Все. Он же побежден. У него нету никакого шанса. Аллилуйя. Потому что как дьявол приходит, знаете, он говорит как, а истинно ли сказал Бог? Помните, да, Бытие? А истинно ли сказал Бог? Смотрите, у вас ничего в вашей жизни не происходит. Вы как были бедными, так и остались бедными. Денег вам не кинул с неба. Посмотрите, у тебя здоровье как было, как болел, так и болеешь. Нет дьявола такой. Вот смотри, что ты. Раньше ты исцелил тебя от туберкулеза и от многих вот внутренних исцелил. А сейчас опять тебе вернулось. Вот. А истинно ли Бог говорил? Сколько лет ты был здоровым, а сейчас уже болеешь.
И что не исцеляется, уже не работает ранами Иисуса Христа. Что Он послал свое слово, и это слово не возвратится тщетно, оно исполнится в моей жизни. Дьявол говорит, да нет, нет, Бог врет. Ничего, ты почувствуй, ты чувствуешь, там болит. Ай-яй-яй, ой-яй-яй-яй. Голова не проходит. Что-то муж не спасается, пьет да пьет, кричит да кричит. Что-то там происходит с детьми, что-то не так. Дьявол, он все время приходит и говорит, не подлинно ли, говорит Бог. Вот посмотри, а мы не должны на чувства свои смотреть, мы должны на слово свои смотреть. Аминь. Потому что, когда дьявол так приходит, и всегда вот у меня песня всплывает, Кочкин, Андрей Кочкин поет. Чьим словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа. Чьим словам поверишь ты, я буду верить Слову Господа. Только на этом стоять. Если мы на этом не будем стоять, у нас нет никакого шанса. Потому что врачи говорят все время, все плохо, все капец. А Бог говорит, все еще впереди. Ой, мне 61 год, надо на заднем ряду сидеть и все ничего не делать. Уже на заслуженный отдых. Какой отдых? 61 год, расцвет сил. Когда еще дети маленькие, думаешь, Господи, надо еще держаться, еще крепиться. Но чтобы держаться и крепиться, надо иметь здравость, поменьше жрать, гимнастикой заниматься. Да? Вот я и смотрю там иногда в Ютубе, он кушает, как надо вот так пилить и покушать. Вот гимнастика какая-то там, надо гимнастику сделать. Там, ой, пробуешь, Господи, а там надо потихоньку. Каждому по мере веры же. Бог все дает нам потихонечку, зная. Вот почему нам нужно обновляться в разуме. Римлянам, давайте Римлянам 12 главу откроем. Римлянам 12 глава и 2 стих там прочитаем. Там написано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот нам нужно обновляться, чтобы вот эти твердыни, они разбились. Твердыни, они не разбиваются, она только будет разбиваться через Слово Божье. Поэтому это как молот, это как молотило, которое переламывает все эти твердыни. Это как молот, который разбивает все эти цепи. Бог хочет, чтобы мы действительно смотрели, чтобы в действительности это обновление происходило в нашем разуме. И все по размеру. У них всегда все было по размеру. Они одевались. Вот в советское время кто вот в армии служил? Там так одевали. Ой, Господи, шапка такая. Там, или наверху вот так все торчит. Или вообще в ней утонул, сапоги какого-то размера. Это гимнастерку 2 раза обворачиваешь. И противогаз. У нас учение было, нам противогазы выдали. Я противогаз этот одел и чуть не задохнулся. Там под кабину подкинули эту дымовую шашку. Я еле вышел оттуда. Ну вот, все должно быть по размеру. Вот здесь в 3 стихе написано там, а по данной мне благодати, здесь же вот в этой главе, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. А не так, и я апостол сия Руси, да я здесь должен стоять, да я там должен, подайте мне, и все. По мере веры, каждому Бог дает. Аминь. Давайте 2 щит веры посмотрим, экипировку, в 16 стихе. Ефесянам 16 стихе. Здесь написано, «А паче сего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавыми». Вот 16 стих. Видите, у римского воина вот этот щит, он прикрывал 70% его тела. 70% его тела. Все, а если они ставили, и если они становились в ряд стройно, и если они принимали боевую
боевой строй, например, у них есть черепаха, да, они закрывались. Если они кого-то выручали там или куда-то шли на бой, они это и закрывались, это строй черепахи, и невозможно. Мы в ролике потом в конце посмотрим. И невозможно ее было эту... И они там толпами, тысячами нападали. Они стояли в этом ряду, и все. Лишь только не отступить, вовремя закрыть, вовремя нанести. И апостол Павел, зная это, он приводил этот пример в Римской империи, приводил, очень хороший пример приводил. Они все знали, они видели этих воинов, они знали. Потому что мудрый человек был от Бога, и он знал, как привести людей. Понимание, чтобы людям открылось это. А у нас щит самоправедности, мы так прикрываем, что-то маленько прикрываем, и все. Мы не должны пропускать через этот щит веры, мы не должны пропустить какие-то сплетни, ссоры. Вот. Мы должны стоять с этими, не участвовать в делах дьявола. Мы должны участвовать в делах Божьих сил, в делах. Аминь. Вот Ефесянам здесь откроем 4 главу, там посмотрим. Здесь написано, вот как мы должны жить, если мы в церкви. И вот апостол Павел пишет в 4 главе Ефесянам с 1 стиха. «Итак, я узник Господи, умоляю». Он прямо говорит, я вас умоляю, вы такие супердуховные. А я, говорит, вас умоляю поступать достойно звания, в которое вы призваны. У вас есть звание? Есть звание у вас, у каждого. Звание. Звание не то, чтобы толкаться там, погоны там или что-то. Звание, прежде всего, быть детем Божьим. Светлым, добрым, милосердным, щедрым. Это наше звание. Потому что Он нас перевел из света тьмы в свет Божий, да? И из тьмы свет Божий перевел. Мы когда-то были потеряны, теперь мы найдены. Мы были потеряны. Некогда не помилованные, мы теперь помилованные. Это все наше звание. Мы должны достойно поступать этого звания. Если я прощен, тогда почему у меня нет шанса кого-то простить? Как? Как я могу? Если я прощен, как я могу не простить своего брата и сестру? Как, если я помилован, как я не могу относиться с милостью к своему брату и сестре? Достойно этого звания. Он говорит, достойно поступайте этого звания. Не хвалите своими дарами, талантами, своими деньгами, там еще. Достойно это прежде всего в нашем сердце, в нашем разуме. Потому что наш разум впереди. Когда вы читаете, вам куда слово попадает? Потому что кто-то говорит, у меня сразу в сердце. Нет, оно попадает через глаза вот в ваш разум. Вы думаете, размышляете над этим словом. Оно крутится здесь. И потом, когда вы вкушаете, вы как жуете ее, жуете здесь. И потом она, когда прожевана, она настолько истинной становится. И она туда, бум, падает. И оно внутри здесь. И когда трудно, на вас нажали, когда оно из вас и выйдет. Вот чем вы наполнены. Если вы, когда вам трудно, на вас нажали, и вы материтесь, вам нужно разобраться с этим. Что-то старое осталось. Или пинка охота дать. Кому-то что-то вам сказали не так. Охота ответит злом на злом. Мы должны зло побеждать добром. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы 3 посмотрим. Броню праведности. Броню праведности. 3. Можно броню праведности, да? 14 стих здесь будем читать. И другая половина. И облегшись в броню праведности. Вот. Это не наша праведность. Это Божья праведность. Вот мы одеваем Божью праведность. У нас только сама праведность. Грязная одежда. Ветхая, грязная одежда, которую мы носим. Это наша самоправедность. Мы сами себя, вот это я, это наша самоправедность. А Божья праведность, вот мы стояли, мы жили так, вот ходили там, воровали, обманывали, блудили, пили, курили, матерились. И вдруг мы спаслись, шлем спасения на нас. Щит веры, стали верить в Слово. И мы раз перешли в эту позицию Божью.
Его праведность. Он нас окутал, Он нас одел в эти одежды. Это не наша одежда. И вот тогда этой праведностью, у нас эта броня праведности, мы можем победить любую ситуацию, можем пройти. Потому что мы Его, Его праведность, мы одеваемся в Его праведность. Он нас одевает в эти одежды чистые, чтобы мы старую одежду выкинули, свою, самоправедную свою одежду. Вот видите, какая у него броня. Видите, у них какие вот, они по первости у них были кольчуги такие старые, а потом вот стали эти пластины делать, пластинами такие кольчуги. И когда он ее одевал, и когда он постоянно носил, когда они носили свое вооружение, они когда выходили в поход, они иногда его не снимали даже сутками. Знаете, да, сутками они спали в нем в походе. Они снимали, когда домой приходили, они все это снимали. И знаете, чем больше они носили, тем больше это оружие притиралось с ним. Оно становилось красивым, потому что латы эти перетирались, они становились такими яркими, прозрачными. Когда он выходил на бой, эта праведность Божья сверкала настолько, что враг ослеплялся. И когда мы так Божьи выходим, с Божьей Его силой, Его сверкание, Его свет, оно ослепляет врага. Давайте пояс истины, не будем долго задерживаться, по времени смотрю. Пояс истины, 4. Читаем тоже 14 стих. «Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истиною». Вот это истина. Вот, и вот видите, вот его пояс. Вот он, его пояс. Вот видите, вот он висит. Вот его пояс. Там вот кинжал у него висит. Вот, его пояс истины. И у него кинжал там висит. Ну, у него меч через этот, но они все равно поясы. И у него пояс истины, знаете, он держал, пояс истины нужен, он не только оружие держал, он держал еще у него вот эту броню праведности. Потому что броня праведности, если она без пояса истины, она туда-сюда болтается. Она поясом истины. Божье, все в истине находится. Шлем в истине. Щит веры в истине, меч в истине, все в истине. Аминь. Все. Все обмундирование висит на этом поясе истины. Также у военных, смотрите, военные, как они одеваются, сейчас даже как военные одеваются. У них ничего не должно болтаться, у них все должно быть стянуто, все, они в бою, вот, брат, наверное, знает очень. Как это очень важно в бою. Чтобы это не отлетало, не улетало где-то ищешь. Ты все знаешь, где находится. Когда начинается бой. Аллилуйя. И знаете, вот Исаия прочитаем, вот об этом говорится Исаия 11 глава, почитаем. Исаия 11 глава. Там почитаем как раз вот 11 глава, 5 стих. Здесь написано: «И будет припоясанным чрес его правда, его истина». Она припоясывает нас. Это истина, да, все держится, все оружие, броня праведности, все на нем держится, на поясе. Здесь написано: «И будет припоясанным чрес его правда, и припоясанным бедр его истина». Уже пророчески пророк Исаия говорил об этом. Аллилуйя. Знаете, вот я вам хочу такой пример показать сейчас. Здесь Откровение вначале откроем, потом вам этот пример покажу. Откровение 22 главу откроем. Откровение 22 главу. И там прочитаем 18, Откровение 22 глава. И прочитаем 18-19 стих. Здесь написано: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет
что от слов книги пророчества всего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Вот этот пояс истины, он должен быть, он знаете, он ровно подходил по этому. Ровно подходит. Все держит. Вот смотрите, что если мы хотим что-то прибавить, мы можем сюда навязать что-то. Вот ясно, четко Писание говорит, что ничего нельзя прибавлять, ничего. Сейчас учений знаете сколько? Ой-ой-ой-ой-ой. Учений сколько? Раз, из пояса истины отрезали. Иеговисты. Иисус не Бог. Все отрезали, урезали. Ада нет учения. И все, это уже не истина. Ты как припаяшься? Ничего не припаяшься. Сюда уже. Все, это уже не истина. Она урезана. Или наоборот, можно ее все завязать, да, и прибавить что-то, да. Завязать друг на друге, и длинным сделать его, прибавить что-то. Здесь написано, ничего нельзя прибавлять. Ничего нельзя убавлять. Все. Все Писание, как мы сказали, Богу вдохновенно. Все Писание Богу вдохновенно и полезно. Для научения, для и обличения, для исправления. Вот. И этим уже как бы давным-давно сказано. Второзаконие откроем 12 главу. Смотрите, это еще много тысяч лет тому назад об этом уже было сказано. Второзаконие 12 глава. И прочитаем 32 стих здесь. 32 стих открыли, да? И здесь написано: «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять, не прибавляй тому и не убавляй от того». Уже много тысяч лет назад Бог сказал, не надо прибавлять или убавлять к этому. И поэтому сейчас учений столько, в интернете люди сидят. А этот говорит так, а этот говорит так. А учение вот, что земля плоская, ада нету, Иисус не Бог, Троицы нету, и столько ереси. Или прибавляют там, мормоны там. И таких течений, знаете, сколько? Столько они прибавляют, столько... У них своя Библия, свое учение. Вот мы должны быть ясно, четко смотреть на это. 5. Меч духовный. Меч духовный. Это Слово Божье. 17 стих читаем. И... Здесь написано, и меч духовный, который есть Слово Божье. Вот, Слово Божье. Чтобы поражать врага. У нас есть, знаете, меч. Евреям 4 главу откроем. Для чего нам этот меч? Евреям 4 главу. И прочитаем там 12 стих. Евреям 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот, меч обоюдоострый, которым мы должны пользоваться, этим мечом. Мне был короткий меч, да? Можно вот там показать. Знаете, и этим словом противостоять. Когда Иисус, Он постился 40 дней, и когда Он пошел в пустыню, дьявол пришел и Его стал искушать. Как Иисус отвечал? Иисус там на Него молнию не послал, ангелов не прислал там, чтобы с ними их. Он сказал, сказано, да? Писание, написано. Точно, написано, когда он сказал, ну ты же голодный, давай вот эти камни сделай хлебами. Он сказал, написано, не хлебом единым быть, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Да? Потом он говорит, давай поклонись мне, и я тебе все царства, ты же пришел все царства, чтобы покорились тебе, а ты поклонись мне, я тебе все царства дам. А что он сказал? Да, одному Богу только поклоняйся. Но мы иногда даже сами не замечаем, мы и детям своим поклоняемся. Лишь бы только он поднялся.
И смотрим, идолы из него сделали. Из ребенка там. Из служения можно идола сделать. Из всего можно идола сделать. И всего. Просто если нет наставления в слове, можно идолом все можно сделать. Пианино можно идолом сделать, играть целыми часами. Все можно сделать, все. Но Бог не хочет этого, аминь. Бог хочет, чтобы мы в действительности могли стоять в этом ряду, в Божьем ряду. Аллилуйя. Как он обманул прославителей, этот великий-то, который рок-н-ролл-то пел, как его? Элвис Пресли, да? Он же играл на гитаре, ему папа гитару подарил. Играл в церковном. А потом дьявол пришел, сказал, поклонись мне, есть короткий путь. И тебе поклонятся все. И он ушел, и ему действительно поклонились. Как он играл, ему там, все там. Опа. Все танцевали, плясали. И таких много примеров. Таких много примеров, которые были, у них особенно на Западе. И 6. Ноги благовествуют этот мир. 6. Читаем 15 стих. 15 стих. Здесь написано, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. Не просто мы должны просто сидеть. Пришли и просто... Мы когда вначале спаслись, мы все время шли, проповедовали, рассказывали. Все время про Иисуса. Потому что Иисус все сделал в нашей жизни. Вот почитаем от Иоанна 1 глава. От Иоанна 1 глава. Иоанна 1. Иоанна, не от Иоанна, а 1 Иоанна. 1 Иоанна 1 глава. Почитаем. 1 Иоанна 1 глава. И там написано... скоро будем заканчивать. 1 глава, из 1 по 5 стих. Здесь написано о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. От слова жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем. Видишь, то, что мы видели и слышали. То, что мы вначале услышали об Иисусе, и то, что мы видели, в нашей жизни произошло, да? Как я рад, что спас меня Иисус! Как я рад, что спас меня Иисус! Слава Аллилуйя, спас меня Иисус! И я не мог молчать, понимаете? Внутри меня здесь написано от начала, что слышали и видели. Я услышал вначале, потом я увидел то, что произошло не только в моей жизни, но в жизни многих людей, которые были в церкви. Что в их жизни? Каждый рассказывал, и это можно книгу писать. Как каждый пришел к Иисусу. Особенно меня удивляют, когда богатые люди приходят. Ну что они пришли-то? У них все есть вроде. И квартира, и машины, и деньги. Я думаю, если бы я был богатым, я бы вообще к Иисусу не пришел, и жил припеваючи. Но слава Богу, я нищий был. Ни квартиры, ни машины, ни жены, ни семьи. И даже не мечтал об этом, пока не уверовал в Бога. Когда уверовал, я стал: Господь, прежде хочу служить Тебе, а остальное Ты приложишь, в Писании сказано. И Бог, я заметил, из года в год потихонечку все прикладывал. Он не сразу все дал. Если сразу все дал, я бы и там убежал, наверное. Смылся бы. Он, слава Богу, самую лучшую жену дал. Самую добрую. Не жену-пилу, а добрую. Просто красотка. Что там Анджелина Джоли отдыхает? И каждого мужчины, каждый в Царстве Божьем, когда так приходит, каждый говорит так. Когда он искренне любит, когда он видит это. И Бог все приложил. И квартиру, и машину, и участок. Все дает, все потихонечку. Господь. И вот он написано,
что видели, что слышали и что видели, то, что Бог спас нас, да. Что осязали руки наши о слове, ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем, мы свидетельствуем, не молчим, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, о том, что мы видели, слышали, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Бог есть свет. Нет в Нем никакой тьмы. Он добрый Бог, Он щедрый, Он человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый. Кто нас так может терпеть, кроме Бога? Мы друг друга терпеть иногда не можем несколько секунд. Особенно если дети в разнос идут, думаешь: Господи, построить надо в эту шеренгу, фалангу римскую. Аллилуйя. Мы должны стоять в этом строю, мы должны участвовать, мы провозглашать должны, молиться, сражаться друг за друга. Кого трудная ситуация, мы должны понимать, мы должны... Вот давайте мы посмотрим ролик, можно включить, это из фильма, там свет потушите, как или что, можем посмотреть ролик. По моей команде строимся черепахой. Готовься! Открыть ворота! Легион, бегом, вперед! Приготовились! Черепаха! Защитное кольцо! Вперед! Защитное кольцо! Вперед! Защитное кольцо! Держать кольцо! Держать кольцо! Стянуть кольцо! Стянуть кольцо! Держать кольцо! Держи! Освободи остальных! Держать кольцо! Держать кольцо! Замкнуть кольцо! Видите, мы дети Божьи, мы воины Христа, и мы должны участвовать в этой духовной войне. Мы не должны физически участвовать. Мы должны участвовать в этом, провозглашать, молиться, помогать. Физически мы только можем помогать, там, кому-то помочь, за кого-то помолиться, кому-то принести продукты. У кого-то тяжелая ситуация. Мы должны также. Если мы пошли в этом сражении, в духовном сражении, то мы не должны бросать. Своих не бросают. Когда это трудная ситуация. Видите, у них построение сразу. У них все порядок, у них дисциплина. А он говорит, стали кольцом. Они стали кольцом. Они все слушают. И мы должны слушать Иисуса. Мы должны слышать своего Господа. То, что я должен делать здесь, в этой церкви, в семье Божьей. Не просто сидеть, но и что я должен делать? Господи, где я должен участвовать? Хоть немного, где-то участвовать. В
кто-то убраться, где-то помыть, где-то поднести что-то. Мы все в этом ряду. Все. Кто-то просто в тылу, кто-то не сильно воюет. Но мы все друг другу нужны. Мы без друга никак не можем. Как я буду стоять в первом ряду, если меня никто не будет кормить? В тылу. Если не будет продуктов. Если не будет, кто будет перевязывать эти раны? Все очень нужны, все важны. Каждый маленький даже винтик в любом механизме, он настолько важен. Без этого винтика механизм работать не будет. Мотор, двигатель не заведется. Каждый важен. Вы очень важны, каждый из вас. Вы просто должны сказать: Господи, в чем я могу помочь? Где я должен стоять? Вот маленькое что-то сделать. Маленькое для Христа, для Господа. Не для человека, потому что вы будете делать для человека, вы приткнетесь. Однозначно. Вы обидитесь, потому что не так посмотрят, где-то не похвалят, где-то что-то не скажут. Люди, они несовершенны, а Бог, Он совершенный. 100%. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. А мы, люди, можем резко поменяться. Сегодня мы можем радоваться, кричать: «Аллилуйя, аллилуйя!» А завтра раз пни его. Какой-то он не такой, не так посмотрел, не то сказал. Итак, мы подведем итог и на этом закончим. Итак, мы должны одеться во всеоружие Божье. Почему? 2 Коринфянам. Откроем, почему. Почему мы должны одеться во всеоружие Божье. Я вам еще раз сказал, что вы можете читать любое слово. Это и есть во всеоружие одевания. Не обязательно отсюда, 6 главы. Можете с 3 главы там. Там очень сильная молитва. 3 глава. С 1 главы там еще мощная молитва. «Просвети очи сердца моего, дабы мне познать, в чем надежда призвания твоего». Внутри нас эта сила. Итак, первое. Шлем спасения мы должны... 2 Коринфянам мы откроем. 2 Коринфянам 2 главу. Для чего? Почему мы должны одеваться во всеоружие Божие? Мы уже говорили об этом, но мы просто закрепляем это. 2 Коринфянам 2 глава. И будем 11 стих читаем. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Вот. Мы идем впереди. Сатана, он не сможет. Если мы читаем Слово, мы молимся, и мы вместе, мы друг за друга молимся, друг за друга стоим, мы звоним друг другу, говорим, интересуемся. А не просто так человек пропал, его нету уже года, и мы даже не звоним. Мы даже не интересуемся. А он когда-то был в нашем строю. А он когда-то стоял на рубеже. Он когда-то кормил, он когда-то убирал здесь. Просто по один звонок. Один звонок. Из этого круга, из этого плена он выйдет. Брат и сестра, из этого плена. Знаете, многие в плену. Из-за обид, из-за ссор, из-за непонятных каких-то вещей, из-за нашего несовершенства. Вот почему мы должны одеваться во всеоружие Божье. Чтобы противостать дьяволу, противостать брату и сестре, не противостать его какому-то неумению, каким-то недостаткам, но противостать, зная, за этим стоит дьявол. И носить то, что нам не нужно загружать на себя 30 килограмм. Мы знаем, Бог дал нам меру веры. Мы знаем, где мы можем стоять. Не надо бегать туда-сюда. Я это буду делать, то буду делать. Это. Нас много. Посмотрите, зал полный. Еще скоро мы здесь не поместимся. Об этом Алексей проповедовал. Сколько проповедей о переменах. Наш пастор. О переменах этих. И нам нужно стоять в этом строю. Всем. Кто-то в тылу. И вы нам очень нужны. Всем. Очень нужны. Вы не маленькие. Без вас не получится. Возьми 10 килограмм, 5. Но возьми свое по мере веры. Мы должны опираться на щит веры, на Слово Божье.
Это второе. Чтобы мы могли вместе с этими щитами стоять. С Богом. Только с Ним. И любовью истинной побеждать. Любовь. Без любви это все выбросить на свалку нужно. Все это оружие. Оно бесполезно. Если есть любовь в нашем сердце. Когда мы одеваемся в это оружие Божье. Любовь Божья. Истина. Правда. Потому что у нас есть этот пояс. Мы припоясаны этим поясом истины. Мы одели его броню праведности. Мы должны достойно носить эти одежды. Меч духовный, чтобы мы могли провозглашать, сражаться. Чтобы мы этим мечом не наносили раны братьям, сестрам, но чтобы мы врага могли уничтожать. Остановить дьявола могли этим. И мы должны благовествовать этот мир. Мы должны своей жизнью, нам не нужно напрягаться. Надо, там кто-то сказал, там. Нет, мы своей жизнью должны быть. Настало это время, своей жизнью. Это стиль. Благовестие – это стиль христианской жизни. Ты пошел на работу, и они спрашивают, а почему ты так себя ведешь? А почему ты не обиделась? Тебе же столько сказали здесь гадостей. А я их простила. И они сами начнут лезть с вопросами, а почему это происходит? Также и детей не нужно насильно тянуть. Дети, они смотрят, они видят, как мы живем с женой. Они видят. И они правду всегда расскажут. В детсад прихожу, и воспитательница говорит, мы все знаем про вас. Извините уж. А что вы знаете? Ну, вот так и так вы поступаете. Ну, почему? Ну, потому что дети все рассказывают. Кто кого шлепнул, кто кому что-то сказал, кто на кого крикнул. Воспитатели все знают про нас, учителя все знают про нас. И поэтому это стиль жизни. Мы должны своей жизнью благовествовать. Не напрягаться, не приставать, как сектанты там. Эй, иди сюда, покайся. Если не покайся, сейчас гром с неба на тебя, ангелы налетят, руки заломят там, и тому подобное. Никто не хочет спастись таким. Они только смотрят на нашу жизнь. И тогда они примут и скажут, я хочу такого Бога иметь. Мы хотим, потому что мы видим, что в вашей семье что происходит. Мы пришли, и мы видим, что вы несовершенные. Потому что если мы религиозно натянем маску и будем совершенными, и строить из себя этого совершенного человека, они раскусят. Поверьте мне. Они скажут вам прямо в лицо. Они знают. Они видят тебя во дворе. Они видят тебя в магазине. Они видят, как ты выруливаешь на машине. Они видят, как ты с детьми общаешься. Как ты относишься к другим детям. Они все видят. Им не надо много говорить. Они все видят, сидят на площадках и все видят. И если ты что-то кому-то хочешь сказать, он говорит, а я знаю, ты там кричал. И все. И сразу у тебя так крылья сразу так упали. Вроде с крыльями такой подлетел, думаешь, сейчас про Бога буду рассказывать. А он тебе, а я знаю, ты вчера кричал там, на жену что-то крикнул, крылья упали сразу. Фу, думаешь, Господи, позор, позорище. Они все видят, они все знают, эти люди этого мира. И закончим 2 Коринфянам, 10 глава. И можем мы вот эту песню спеть в конце, что мы непобедимы с Господом. Прекрасно. Спасибо огромное вам. Прославители, огромное спасибо, что вы совершенствуетесь, что вы поете, знаете, дирижер у вас Иисус. Он вас ведет. Слава Богу. Огромное спасибо, Настя. Огромное вам спасибо. По-якутски классно поете, прославляете. Нам нужно в этом строю, потому что все стоят. И русские, и якуты, и белорусы, и украинцы,
и чуваши. В этом строю все стоят. И никто не говорит, ты что здесь стоишь? Что, Чурапчей приехал? Нет, никто так не говорит. Я-то с города, городской. Нет. Должны смиряться. 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 по 6 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Мы ходим по плоти, но не по плоти мы воинствовать должны. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление, послушание Ему, Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Слава Богу! Давайте мы помолимся и прославим Бога нашего. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса. Господь, мы молимся Тебе, Господь. Аллилуйя, Господь. Господи, аллилуйя, молимся Тебе. Дай нам верою вселиться Христу в сердца наши, Господь, чтобы мы были укорененные и утвержденные в любви, Господь, прежде всего в любви, Господь, могли постигнуть со всеми, что есть широта, долгота, высота Божья, уразуметь превосходящую любовь Божью, Господь, дабы нам исполниться, Господь, во имя Иисуса, сею полнотой, Господь, во имя Иисуса. Господь, дай нам укрепляться Господом, могуществом сил Его. Дай нам облекаться каждое утро, молиться, искать Твоего лица и говорить, Ты мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на добрых пажитях и вводишь меня к водам тихим. О, Господь, Ты, Господь, накрыл столы, Господь. И мы должны пиршествовать, мы должны кушать с этих столов, Господь, Твое Слово. Мы должны с утра, Господь, раннего уделить Тебе минуту хотя бы, 2, кто как может, по мере веры, Господь, сказать, Господи, я хочу, чтобы Ты сегодня был Господином во всем, куда бы я ни пошел, что бы я ни говорил, что бы я ни делал, я одеваюсь во все оружие Божье, Господь. В это облекаюсь, Господь, в любовь Божью, прежде всего, любовь Божья внутри меня, Господь, во имя Иисуса. Она излилась Духом Святым внутрь меня, Господь, и она будет изливаться на этих людей, Господь. И любое зло будет побеждено добром, Твоим добро, о том, что мы сегодня здесь пели, Господь, о том, что мы здесь прославляли Твое добро, Господь. Аллилуйя. И наша брань, Господь, наша брань, мы должны облечься во все оружие, чтобы стать против козней дьявольских, Господь, потому что наша брань не против крови, не против братьев и сестер, не против своих родных и близких, Господь, но против начальств, против властей, против мироправителей века сего, потому что Он атакует, Господь, этих людей, разрушаем всякие дела дьявола, именем Иисуса Христа разрушаем и славим Тебя. Господь, дай нам этому Слову крепко вселиться в сердца наши. Господь, чтобы у нас было понимание, что с утра мы должны прежде всего покушать Слово Божье. Полкило здоровой пищи для диеты, для здоровья. Господь, чтобы мы были радостными, веселыми, Господь. Чтобы мы были простыми, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарим. Благослови каждого здесь, Господь, кто прямо сейчас нуждается, Господь, в исцелении, Господь. Дух Святой, Ты посылаешь свое слово, как дождь, и это слово, оно не возвратится тщетно, оно исполнится, исцелит болящего, Господь. Прямо сейчас, Господь, Ты кого-то освобождаешь от негативного, Господь. Ты даешь кого-то, Господь, простить того, кто не мог кого-то простить и держал в клетке. Благодарим. Славим Тебя, великий Бог. Будь прославлен и будь возвеличен во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Спасибо Тебе.
Аллилуйя. Все сказали аминь. Аминь. Аллилуйя. Пусть Господь благословит вас всех. Аллилуйя. Давайте мы будем славить. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он мне тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою увенчан. Мой Бог не победит. Да, мой Бог не победит. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он мне тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою увенчан. Мой Бог не победит. Да, мой Бог не победит. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. В имени Иисуса власть и сила. Он в любой борьбе не победит. Перед любым предстану великана. Я знаю, победа за ним. Я знаю, победа за ним. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро.
Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Аллилуйя! Слава Богу за Его победу в каждом дне. За это слово, пусть оно произрастит в ваших сердцах, чтобы принести плоды. Отдельное спасибо нашей команде «Медиа» за то, что мы можем снова прослушать эти проповеди, чтобы съесть и чтобы слово растворялось в нас. А теперь давайте, у нас есть короткие объявления. Сестры Мария, Леночка, давайте. Драгоценные братья и сестры, убедительная просьба. У нас есть служение порядка. И большая просьба к сестрам, к братьям присоединяться, чтобы наша церковь была красивой, чистой, убранной. У нас есть помещение для детского служения, у нас есть пасторская комната. Поэтому очень большая просьба к вам откликнуться на объявление, которое мы будем отправлять в WhatsApp, чтобы вы присоединялись в то время, когда будет написано, чтобы могли подойти в церковь. И хотелось, чтобы это служение, оно развивалось, чтобы почти все, кто приходит в церковь, были настроены, чтобы наша церковь, она становилась краше. Поэтому присоединяйтесь в это служение. И второе у нас служение. Постоянно вы видите, что Мария, наша сестра, которая занимается подготовкой нашей вечери любви, каждое воскресенье. Мы также, Мария, подойди, пожалуйста, тоже, мы просто жаждем, чтобы вы подключались в эти благословенные служения. Спасибо. Так, на самом деле я попросила мне тоже слово сказать, да? У меня парочка объявлений для вас. Раз мы начали тему служения. Всем здрасте, братья и сестры. Там машину подперли, 912 нотик синенький. Это чей? Мне бы ее убрать. Никто не знает, да? 912 ноут синий. Ваш, да? Мне бы пододвинуть ее, я выйду. Я прошу прощения. Хочу выразить огромную благодарность. Я на прошлой неделе написала объявление по поводу сбора средств на наши чаепития. Очень много людей откликнулось, что даже у нас хватило средств купить наперед сладостей. Да? И в связи с этим у нас возникла потребность занять 2 верхние полки холодильника. Просьба эти 2 верхние полки понимать, что они для чаепития, и не использовать эти продукты на свои домашки. Вот такая большая просьба. Мы там повесили надписи, да, будет понятно. Также, да, очень нужна помощь в организации. Сегодня у меня это заняло 2 часа. Я понимаю, что я уже не справляюсь, поэтому хотелось бы, чтобы на какой-то постоянной основе, потому что периодически приходят, помогают, но это как бы так несистемно, да, и очень благодарна детям, всех родителей. Прям поздравляю, у вас такие замечательные дети, они рвутся помогать, и это очень замечательно, да, но их хватает ненадолго, к сожалению. Также у нас раньше было служение «Накорми голодного». И некоторые у нас прихожане по привычке приносят макаронные изделия. Просьба макаронные изделия заменить на что-то более другое, подходящее для чаепития. Например, молоко, сахар, кофе, чай, печенюшки, конфетки и так далее. Да? И у нас накопилось очень большое количество макаронных изделий. К сожалению, у некоторых сроки уже вышли и так далее. Я их все вытащила из шкафов, и просьба подойти разобрать. Да? Где-то хорошие сроки, где-то не очень. В общем, кому нужны продукты, макаронные изделия, просьба разобрать, потому что чем дальше они лежат, тем больше портятся. И хотела бы попросить вывести на экран
те прихожане, которые у нас уже больше года ходят в церковь, вы все знаете, что у нас в прошлом году было организовано такое мероприятие по сбору средств для того, чтобы подарить подарки на Рождество детям, которые проживают на нашей территории 17-го квартала. Да? И получается, да, вывести? И я сейчас хотела бы, особенно для новичков и для старичков, которых, немножко освежить память, да, как это все происходило. В этом году мы тоже запускаем, то есть мы, в принципе, хотим, чтобы это было на ежегодной основе. Сейчас выпал снег, и поэтому уже пора начинать, да, и настроение уже все больше располагает к тому, что скоро у нас будет Рождество. В прошлом году очень классно получилось, благодаря пожертвованиям в том числе. Мы смогли, обеспечить, да, не только через сбор средств, но и через сбор разных игрушек, конфет и так далее. Ага, следующий. Наша задача была для детей, у кого есть сложная такая жизненная ситуация, да, не те дети, которые в детдомах, у которых, в принципе, есть обеспечение, да, над ними покровительствуют разные организации. Мы бы хотели просто обычным детям из нашего квартала помочь. И мы взяли список неблагополучных семей. Если у вас тоже в окружении или как-то вы, может быть, в соседстве есть такие семьи, просьба тоже нам эту информацию предоставить. Мы собирали данные, взяли у мэрии, и взяли у Help EKT, да, у них при выдаче помощи тоже была регистрация, и мы взяли. И было оказано итого 31 ребенок, 31 семья, 31 ребенок, да. Это получается, нет, это, оказывается, мы итого собрали на 50 детей подарки. Их 50. Почему я, не ту таблицу я... промежуточные таблицы я вставила, да, здесь получается, что у нас мальчиков больше, чем девочек, и можно, так популяцию посмотреть, да. Ага, следующее. У нас в церкви были такие классные коробочки с Рождеством, интересно, в этом году будут или нет. Дальше. Мы, собирали сделали список, тут были шампуньки, зубные щетки, резиночки. Дети на самом деле были очень рады. Вроде бы это такие обыденные вещи, но есть семьи, где это прям приносит большую радость, да? Шампунька детская. Ага, дальше. Мы сделали такие приглашения. То есть наша задача была, чтобы дети в том числе знали, что неподалеку от них здесь церковь, где они могут приходить по воскресеньям, есть разные занятия, они могут подружиться с детьми и получить для себя благословение. Да? Знали, что есть такое место, куда можно прийти, даже, возможно, в свою сложную жизненную ситуацию. Дальше. Вот так они выглядели в распечатанном виде. Также у нас было пожертвование от прихожан, мы получили 50 детских Библий. Большое за это спасибо, и каждый ребенок получил по Библии. В этом году мы хотим также в этот список все равно внести тех детей, которым мы уже дарили, да, но у них уже есть Библия, поэтому я сейчас поговорила со служением, которое, вы видите, да, у нас есть в продаже книги, и мы с Еленой подберем для них книги, тоже по библейской теме, какие-нибудь интересные книжки подберем и тоже закажем. Дальше. Также были пожертвованы канцелярские товары у нас, пенальчики, тетрадочки, всякие ручечки. Ага, дальше. Также предыдущий сделали, там конфеты тоже нам, да, обеспечили полностью, мы это не покупали в очень такой праздничной упаковке. Угу, дальше. И закупили, у нас, кстати, так хорошо получилось, что мама одной девочки, которая к нам ходит на молодежное служение, она работает в книжном маркете, и у них есть дата, когда они в один день или несколько дней продают с 25% скидкой, и это намного дешевле выходит, чем если бы мы где-то оптом заказывали. Это очень удобно. Приходишь к ним, и все можно выбрать прям воочию, да? В этом году мы тоже договорились, и нам скажут, когда можно подойти и тоже так же выбрать. Угу. Дальше. И у нас молодежное служение тоже, это такое служение, да, которое объединяет, и мы в том числе молодежь тоже привлекли и собирали эти коробочки, мы делали из полотенец медвежат, и это тоже выглядело так очень мило и радостно для детей. И очень весело было все это собирать. Дальше. Вот так это все выглядело, шампунька, то есть зубная щетка, паста, мыло и так далее.
Потом мы распечатали карту, то есть еще нужно будет служение для тех, у кого есть машина, для того, чтобы развести эти подарочки. Ну, это был немножко как будто квест, да, получили карту и ездили, раздавали. Ага, дальше. И вот несколько фотографий семей, чтобы вы видели, да, которым мы подарили. Вот мальчик посередине, это самое милое было. Он так радовался, он до потолка прыгал просто. И он реально доставал эту зубную щетку. «Мама, у меня новая зубная щетка!» И это было так здорово, прям мурашки по коже. И Аленка, он когда Аленку увидел, это, знаете, как будто вот его самое главное лакомство в жизни, которое, видимо, он очень редко получает. И ну прям мы уходили, и он все: мама, смотри, он все вытаскивал, столько эмоций. И вот ради таких эмоций хочется ну, делать, да, вот это дело продолжать. Угу. Ну, можно вот дальше. Вот, да, у нас еще мальчик-инвалид тоже. Мама тоже, ну, мы с ней общаемся, она вот, у нее нет возможности привозить ребенка, но говорит, как, ну, будет возможность, она будет стараться его привозить в церковь тоже в том числе. Вот, и у нас вот молодежное служение тоже присоединилось к этому мероприятию. Ребята тоже ездили, для них это тоже такой, знаете, посмотреть, как могут люди жить, да, и, ну, тоже это взращивает милосердие. Угу. Ага. Верните, где с семьями, первую фотографию. Вот. Вот с одной из семей девочка Маша ходит, ну вот на первой фотографии наверху, возле меня стоит. Она сейчас ходит к нам на молодежное служение. 2 недели назад она покаялась. Поэтому мы сеем, ну, пока мы не знаем, 50 детей как бы поздравили, да, но пришел 1 ребенок. Но это немало тоже, я считаю. И как бы мы сеем, ну, когда будем жать, мы не знаем, это Бог уже будет действовать. Но это очень радостно, когда вот мы видим такие плоды. Здорово. Очень хорошая девочка, прям замечательная. Да, даже если 1 ребенок к нам придет, это уже результат. И на самом деле, если мы будем каждый год их касаться, да, и они будут понимать, что это есть место, естественно, более вероятно, они к нам придут. Угу. Вот в общей сложности в денежном выражении было собрано 63 тысячи, и остаток составил там 2800 с чем-то, и вот за год проценты чутка натикали на 71 рубль. Вот, и в общем, и следующий слайд. Вот будем еженедельно, да, ну как-то, может, в более укороченном, где-то более развернутом, потому что кто-то ходит, кто-то не ходит, все-таки напоминать, ну, и организовывать сборы. В общем, я буду собирать на свой номер, и просьба, так как я собираю и на чаепитие, и на Рождество, подписывать, на что вы отправляете, на чаепитие или на Рождество. Хорошо? И также, если вы сами, ну вот материально не можете помочь, просьба присоединиться к служению, к упаковке, к развозу и также к репосту. То есть, возможно, ваше окружение тоже захочет присоединиться. Вот в моем окружении достаточно людей, прям это было очень радостно, что они присоединились. Вот, спасибо за внимание. Приветствую, драгоценные. Тут маленькая накладка произошла. Я именинников всегда поздравляла в начале месяца. Но так как я с отпуска приехала, причастие не проводили в конце месяца, мы 1 числа провели причастие. И пастор сказал, что вот в это воскресенье мы поздравим. Да? Ну вот мы не согласовали немножечко, да? Но Бог